Это программа «Интервью», и мы поговорим о рекультивации земель и все, что связано с защитой окружающей среды. По скромным подсчетам, за последние 5 лет в Башкортостане ликвидировали более 3000 свалок. Большая работа ведется с недропользователями. Какая именно, узнаем у депутата Государственной Думы России Зарифа Байгускарова. Зариф Закирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы выступаете одним из инициаторов, даже основным инициатором законопроекта по поводу того, чтобы недропользователи создавали рекультивационный фонд. Расскажите, в чем суть данного законопроекта? Да, Республика Башкортостан наш очень богат на полезные ископаемые. Это богатство настало и проблемой его жителей, особенно зоны Зауралья. В чем это заключается? То есть у нас столетием добывали полезные ископаемые, это золото, это камень-плетняк, другие камни. И, соответственно, по окончании работ они бросали эти участки и уходили. То есть это непригодная земля остается. Это напоминает лунный пейзаж. То есть они портят родники, при добыче золота применяют ацетин, это яд. Яды попадают у нас в родники, потом ручьи. То есть это все землю портит. Сегодня по закону они обязаны делать рекультивацию. То есть прямо в лицензии, когда они получают, прописано, что по окончании работ они должны провести рекультивацию земель. Что такое рекультивация? Это полностью по проекту предусматривается выравнивание земли, потом последнее слово это чернозем и посадка деревьев. Это требует определенных вложений. Для того, чтобы они деньги свои заработанные туда не вкладывать частично, они просто либо уходят на банкротство, либо ликвидируют предприятия, и органы надзора обязать их не могут. Поэтому было поручение главы Республики Башкортостан Радифа Хабирова, чтобы сделать так, чтобы они были, гарантия была, чтобы провели рекультивацию. Поэтому я этим вопросом занимаюсь с 2019 года. Я инициативу предложил Министерству природы Российской Федерации. Мы там несколько раз заседали, обрабатывали это предложение, обсуждали. Потом у нас пандемия началась, просили пока приостановить, чтобы не было нагрузки на наших предпринимателей. Потом известны другие события. Но в прошлом году, в июле месяце, я выступил в Госдуме, сказал, что вот мы его отложили, однако проблема остается не только в Республике Башкортостан, но и по всей Российской Федерации. У нас ситуация очень плохо с экологией, надо закон принимать. Меня поддержали, я создал рабочую группу и провел около 10 совещаний, то есть это с министерствами. Когда мы вносим проект закона, то есть мы можем его разработать и внести формально. Но мы знаем, что она будет отклонена. Если же его согласовать с ответственными министерствами, ведомствами, соответственно, этот проект она пройдет. Поэтому была такая большая работа проделана с министерством, ведомствами, с Центральным банком, Министерством экономического развития, Роспотребнадзором, Министерством природы, с предпринимателями. И, наконец-то, вот к августу месяцу этого года прошло более-менее такое согласование. И законопроект буквально вот в октябре месяце мы его официально внесли на рассмотрение в первом чтении. Комитет по экологии его рассмотрел. И буквально позавчера его рассмотрел предварительно Совет Федерации, я там выступал, и они одобрили проект закона. В чем заключается суть законопроекта? Если предприятие хочет получить лицензию, он будет обязан создать рекультивационный фонд. То есть понятно, какой там объем работы, понятно, глубина будет примерно, и сколько будет денег предусматривается на его рекультивацию. Соответственно, это предприятие, например, условно называем 5 миллионов рублей, туда внес. Эти деньги будут лежать под проценты в одном из системообразующих банков Российской Федерации. И когда работу окончил, провел рекультивацию, комиссия в составе муниципального образования, субъекта и Роспотребнадзор выезжает, проверяет, если вопросов, замечаний нет, соответственно, деньги обратно получают. Если же они не провели рекультивацию, либо какой-то ущерб нанесли природе, экологии, эти деньги перечисляются субъекту, и субъект проводит на деньги рекультивацию. Второй такой способ, если же они не хотят создать рекультивационный фонд, они могут взять банковскую гарантию. То есть это означает, что если они не провели рекультивацию, либо нанесли какой-то другой ущерб, этот банк будет обязан возмещать все расходы по его рекультивации. То есть вот так у вас это очень такой, может быть, простой, но в то же время очень сложный, потому что предпринимательское сообщество, они против, они говорят, что это дополнительно наши будут расходы, то есть это деньги мы должны будем до начала. Было предложение Минприроды России, чтобы
этот фонд не создавать по истечении 3 лет, как они начнут работать. Я был категорически против, потому что, например, возьмем камень-плетняк, возьмем даже золото. Они в течение 3 лет будут добывать, потом просто бросят и уйдут. Это эффект закон не будет. Если мы примем такой закон, который сейчас я рассказал, то есть у нас тогда заброшенных карьеров в Башкортостане, не только в Башкортостане, по всей Российской Федерации не будет. Поэтому я буду добиваться, чтобы закон принят. Вот у меня вопрос такой, а вот определены ли критерии в данном законопроекте, сколько должен составлять бюджет фонда, я имею в виду, это 5 миллионов или в целом, или нет такого вот критерия? Нет, это определили, это полномочия будет правительство, это будет установить правительством, учитывая, например, лицензия же понятно, что какой будет участок разработки, какая там будет глубина, какой там объем. Соответственно, исходя из этих критериев, будет определен сумма рекультивации. То есть эта сумма они должны перечислить в этот фонд. Это деньги, они получить его не имеют права. Ага, ну и как вы уже сказали, соответственно, будет надлежащий контроль со стороны органов муниципальной власти и ждем власти, да? Да, сейчас ждем официального заключения из правительства Российской Федерации. Планируем рассмотреть до Нового года. Если до Нового года мы не успеем, то в январе месяце мы его будем рассматривать. Помимо рекультивации земель в Российской Федерации, в том числе и в Башкортостане, большая работа ведется и по лесовосстановлению. До 2030 года регионам России в рамках нацпроекта выделят более 70 миллиардов рублей. Какая работа сейчас ведется в Башкортостане, на ваш взгляд, и в целом какие сейчас проблемы в этой отрасли? Да, лесное хозяйство, деньги выделяются за последние 5 лет. Мы ежегодно, Республика Башкортостан, из федерального бюджета получаем около 100 миллионов рублей. Это на приобретение пожарной техники, это на приобретение оборудования, на лесоохранные мероприятия. На следующем году мы еще дополнительно получим из федерального бюджета 58 миллионов на новый питомник по выращиванию саженцев. Примерно 1 миллион 200 тысяч саженцев можно будет вырастить. Это почему нужно? Потому что мы отдельным законом обязали лесопользователей, то есть кто берет в аренду лес, столько они, кроме арендной платы, они обязаны, сколько вырубили леса, столько посадить новых. То есть это лесхозы им будет продавать, они будут выкупать и сажать деревья. Это для этого нужно, потому что они-то говорят, мы посадим, но дайте нам тогда, продайте саженцы, мы их посадим. Кроме этого, еще один проект закона я веду в Госдуме. Это касается по выдаче прав лесхозам получать без аукциона лес в аренду. Вот сегодня они имеют право это делать, но это наравне с коммерческими предприятиями. Они с ними соревноваться не могут, потому что лесопольцы, они денег больше, они, соответственно, выигрывают. Поэтому, а у нас вот еще лес есть перестойный, который там интересно для предприятия не представляет. Этим же законопроектом мы предлагаем, чтобы этот лес отдать лесхозам, пусть они его там рубят, пусть сажают деревья, пусть они продают его населению, и они будут также деньги зарабатывать, соответственно, они могут купить себе для себя технику. И еще один проект закона тоже я веду, касающийся лесного хозяйства, это мы увеличиваем основания для расторжения договоров аренды лесного участка. То есть сегодня, вот, например, лесопользователи на аукционе взяли лес, но они там обязаны провести определенную работу. Например, они должны посадить лес только же, они должны убрать с собой полностью то, что осталось в лесу. Они должны в случае пожара выделять людей, выделять технику для того, чтобы потушить лесной пожар. А мы их обязали провести рекультивацию мусора, то есть ликвидировать мусор, который накопился на их территории. И если пока нет оснований для расторжения договора аренды, мы же хотим предусмотреть, чтобы, если это действие не было совершено, чтобы это было основанием для расторжения досрочного договора аренды лесного участка. Это уже будет даваться полномочия субъектам. Вот, в данном случае Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан. И программа лесовосстановления, она еще дает и социальный эффект для работников лесного хозяйства, соответственно, и, как правило, это модернизация техники. Да, безусловно. Еще один такой проект закона, это инициатива, пока мы еще не начали рассматривать, это вот, я считаю, что уже мы должны его рассмотреть. В лесах делают трассой. Это может газопровод брать, или электроэнергию, либо дорогу делают. А вот лес вырубается. Этот лес по закону становится собственностью федеральной. Соответственно, его продает Росимущество. Росимущество, у них нет ни сил, ни средств для того, чтобы заниматься продажей. Он там лежит, он там гниет, и никакой пользы государству нет. Я считаю, что надо его передавать муниципальным образованиям. Пусть они уберут, пусть они его раздают нуждающимся.
лицам. Вот тем же семьям участников специальной военной операции, тем же, может быть, пенсионерам, инвалидам. Но вы еще большую проводите работу и на местах. Недавно вы посещали Зауралье, конкретно наши районы, это Брусянский, Абзелиловский район. Вот расскажите в целом про данную работу, какие у вас впечатления и какие есть проблемы на местах? Да, я посетил Брусянский, Абзелиловский, Баймакский район, только приехал. В принципе, вопросов много, но они касаются в основном вопросов участников специальной военной операции и их близких. Мы их решаем совместно с Министерством обороны Российской Федерации. К сожалению, иногда приходится решать вопросы такого, наверное, небольшого, но для этого очень больного для самих жителей. Вот, к примеру, ко мне пришла женщина позавчера и говорит, что вот я работал в одном предприятии, мне зарплата не выплачивает. Я позвонил этому руководителю предприятия, я говорю, почему зарплату не выплачиваете? Я прошу, чтобы вы в течение 3 дней этот вопрос решили. Не решите, говорю, ну, я, соответственно, буду принимать меры, чтобы по закону у вас провели проверку и привлекли к ответственности. Эта женщина позвонила, буквально на следующий день, говорит, зарплату мне выплатили. То же самое в другом районе. Женщина работала в детском лагере поваром, и зарплату, мать участника специальной военной операции, говорит, зарплату мне не выплачивают, только обещают. И буквально вот тоже в течение 3 дней ей зарплату выплатили, не только ей, но и всем остальным. Хотя, мне кажется, эти вопросы можно было решать, наверное, там и на местном уровне. Но, к сожалению, иногда приходится таким вопросом заниматься. А так людей беспокоит, но вопрос разный этого. И предоставление земли, и ремонт дорог, и устройство на больницу, там, лечение и так далее. В принципе, все вопросы в основном мы решаем совместно уже на месте. Есть вопрос, который невозможно на месте решать, но занимаемся с другими ведомствами ответственными по их разрешению последующим. Но в целом настрой у жителей муниципалитетов такой, я имею в виду, такой, что чтобы вместе решать вот эти накопившиеся проблемы. Безусловно, то есть у них настроение хорошее, но бывают случаи, которые вот не решаются. Но я вот все, что по закону возможно, мы их решаем. Есть вопросы, которых невозможно решить. Ну, например, приходит, говорит, вот я с этим приговором или решением суда не согласна. Но здесь я говорю, что депутат не имеет права вмешиваться в судебную деятельность. Подсказываю, как может из этой ситуации выйти. То есть и консультации, соответственно, такие Многие тоже. приходят, даже просто они говорят, что вы же юрист, вы же бывший судья, поэтому вот ваше мнение, что скажете? Я просто читаю и говорю, что здесь вот так надо делать. Благодарю, Зариф Закирович, за беседу. А я напомню, у нас в гостях в программе интервью был Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы России. До свидания и до скорой встречи.